Шалом, драгоценные друзья, сестры, братья. И сразу же одним из первых слов, которые я хочу вам произнести, хочу поздравить вас с замечательным праздником Песах, Хаг, Песах, Самеах. Мы ведем свою трансляцию из Хельсинки, из студии миссии Патмос, и меня зовут Андрес Коскелайнен. И я очень надеюсь, что вы в ваших общинах смогли настроить свою технику, необходимую для того, чтобы видеть эту трансляцию. И очень надеюсь, что с нами сейчас вместе община в Кишиневе, община в Бухаресте, община в Аргееве, община в Бельцах и также в Приднестровье, те, кто могут смотреть. И если кто-то не сможет видеть эту трансляцию собрания в общине, то была возможность, и я просил передать эту ссылку на трансляцию, чтобы люди могли видеть это и дома. Друзья, и в нашей трансляции, в нашем приветствии также будет слово от директора миссии Патмос Паси Турунена, но это будет через несколько минут. Также привет большой всем общинам от директора миссионерского отдела нашей миссии Лены Мецамяки, которую многие из вас видели и знают. Она сегодня не может присутствовать с нами, но также очень горячо поздравляет вас с этим замечательным праздником Песах. И, друзья, праздник Песах – это самим Всевышним установленный праздник. Он сказал через своего пророка Моше: «Вот праздники мои». И таким образом это его праздники, времена которых он сам установил, и во время которых он приглашает свой народ прийти к нему, открыть свое ухо, преклонить ухо к его слову и общаться со своим Творцом, со своим Всевышним. И, конечно же, праздник Песах – это первый праздник в череде праздников Господних, и он учрежден в честь грандиознейшего, величайшего события в истории человечества – выхода еврейского народа из египетского рабства. И мы все знаем прекрасно эту историю. Но для нас, кроме прошлого, кроме истории, которая описана в Библии, большое значение имеет и духовное значение всех праздников Господних. И, конечно же, праздника Песах. И центральной фигурой, центральной личностью каждого праздника, и в том числе праздника Песах, является Машиах. А имя Машиаха мы знаем. Он нам Божьей благодатью открылся. Его имя Иешуа. И уже когда миссия величайшего пророка и вождя еврейского народа Моше, Моисея, заканчивалась, то в книге Второзакония, 18 главе, в 15 стихе, через Моше Господь говорит народу: «Другого пророка из среды тебя, из братьев твоих, воздвигнет тебе Господь». И там дальше удивительное указание: «Его слушайте». И мы можем видеть, что это пророчество, это обещание, оно воплотилось в появлении в свое время, потом позже, Мессии Иешуа, Иисуса Христа, Иешуа Хамашиах. И Библия нам рассказывает, что когда началось время служения Йоханана Погружающего, Иоанна Крестителя, он, видя идущего к нему Иешуа, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Об этом сказано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 29 стих. И позже, уже когда
те события, которые описываются в Новом Завете, в Евангелиях, произошли, и когда пришло время апостолу Павлу, равву Шаулю, выйти на арену служения, он говорит о сути этой радостной вести, о сути Евангелия, что Христос умер, Машиах умер за грехи наши. И он пишет по Писанию, этот текст вы найдете в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 3-4 стих. Суть Евангелия в нескольких стихах. Машиах умер за грехи наши по Писанию. И он погребен был. И дальше что? И он воскрес в третий день. Опять же, по Писанию. 1 Коринфянам, 15 глава, 3-4 стих. И рав Шауль также потом и в другом месте еще уточняет, что наш Песах, наша Пасха, Мессия заклан за нас. Иешуа стал тем Божьим агнцем, который взял на себя грех мира. И таким образом его смерть – это цена нашего освобождения. Если в Песах идет речь о выходе еврейского народа из египетского плена, из египетского рабства на свободу, из тесноты рабства на свободу самостоятельной жизни, то в духовном смысле Песах для нас в лице Иешуа, Хамашеаха, в лице Иисуса Христа, это через Его смерть, это такая цена была для нашего освобождения. Освобождение от чего? От рабства греха, от несвободы, от тех цепей, которыми скован человек, который живет по стихиям этого мира и не знает Господа, не имеет общения с Ним. А воскресение Машиаха, воскресение Иисуса, о котором нам говорит апостол Павел здесь, это победа над грехом и смертью. Написано, Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание к Римлянам, 4 глава, 25 стих. Поэтому для нас Песах – это живая реальность перехода к истинной свободе. Тот же Йоханан, евангелист Иоанн, точнее, евангелист Иоанн, его тоже, кстати, Йоханан, имя еврейское, пишет, что «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И, друзья, на Песах мы едим хлеб бедности, как сказано, или мацу, опресноки, пресный хлеб. И вот в его, в самом даже внешнем виде очень так, он так, для меня он красноречиво напоминает о теле Иешуа, о котором сказано, что это хлеб жизни. И мы едим этот пресный хлеб в течение всего времени праздников для того, чтобы напоминать себе о том, чтобы нам меняться, чтобы нам искоренять грех из своей жизни с Божьей помощью, с помощью жертвы Машиаха, с помощью жертвы Иешуа, который был предан за грехи наши. И когда мы ломаем эту мацу, мы вспоминаем о том, что тело Машиаха также было сломлено, и оно страдало, и он умер ради нашего спасения, ради нашего оправдания. Поэтому пусть Всевышний благословит вас очень обильно в это время праздника Песах. Не только сегодня, но на протяжении всех 7 дней, которые мы предстоим пред Всевышним. И мы еще только как бы в начале, в первой половине этого праздничного времени. Но это то время, которое Господь хочет видеть нас близко к себе. Поэтому еще раз, Хаг, Песах Самеах,
больших Божьих благословений вам, выхода из своего Египта, оставлять позади, сзади то, что нас угнетает, то, что нас теснит, и выходить с Божьей помощью на Его свободу. Будь благословен наш Бог, Творец Вселенной, давший нам хлеб жизни, дающий жизнь нам и всему живому во имя Иешуа Хамашиаха. Будьте благословенны. Друзья, и сейчас через несколько мгновений к нам присоединится Паси Турунен, директор миссии ПАТ. Rakkaat veljet ja sisaret, Дорогие братья и сестры, on suuri ilo ja etuoikeus saada viivähtää teidän kanssanne tänä pääsiäisenä Jumalan sanan äärellä. для меня большая честь и большое переживание и привилегия вот таким образом приветствовать вас и быть с вами во время этого праздника. Ja itse asiassa ihmeellistä ajatella, että me olemme täällä kaukana ja te olette siellä kaukana ja kuitenkin me olemme niin lähellä toinen toisiamme. И разве не удивительно, вот нас отделяет большое расстояние, мы здесь, а вы там, но тем не менее мы близко друг к другу. Saamme olla Jumalalle kiitollisia tällaisista uusista tekniikan ihmeistä. И мы благодарны Богу за вот эти возможности нынешнего дня, сегодняшнего дня, технические возможности. Minun sydämeni on lämmin kuin kevätaurinko. У меня на сердце тепло, как будто его освещает солнце весны. Tai sanotaan pikemminkin näin, että teidän läsnäolonne lämmittää minun sydäntäni niin kuin keväinen aurinko. Или даже могу поправить, ваше присутствие, зная, что вы здесь рядом, теплит мое сердце и подогревает мое сердце, как весеннее солнышко. Ja siksi tahdomme täältä Helsingistä, Suomesta käsin toivottaa teille lämpimästi hyvää pääsiäisen aikaa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. И поэтому мы хотим отсюда, из Финляндии, пожелать вам благословенного времени праздника Пасхи в Иисусе Христе. Työtoverini Andreksen kanssa tahdomme avata yhdessä teidän kanssanne Jumalan sana. И вместе с Андресом мы сейчас немножко углубимся в Слово Божие. Mutta ennen kuin käymme Jumalan sanaa, niin haluan kertoa tai sanoa muutaman sanan tästä paikasta, jossa me nyt olemme. Но прежде чем мы углубимся в Слово Божие, хочу пару слов сказать о месте, где мы находимся сейчас. Sen verran ymmärsin siitä, mitä Andres tuossa puhui, että hän mainitsi, että me olemme Patmoksen studiossa. И я немножко так уже понял, что Андрес вам уже сказал, что мы находимся в офисе Патмоса и в студии. Mutta jos tarkkoja ollaan, niin me olemme itse asiassa kirjastossa. Ну, если быть совсем уж точными, мы находимся в библиотеке. Tässä taustalla näette joitakin kirjahyllyjä täynnä kirjoja. Вы видите за нами маленькую часть книжных полок. Tämä kirjasto on meidän työmme perustajan Leo Mellerin muistokirjasto. Но эта библиотека, она гораздо больше, чем вы видите, и она основана или сделана в честь, в память основателя миссии Патмос Лео Меллера. Leo oli perustamassa Patmos-lähetysjärjestöä 70-luvun alussa. И Лео Меллер основал миссию Патмос в начале 70-х годов. Hän sai taivaskutsun aikaisin tämän vuoden alussa tammikuussa. И он был позван Всевышним в свой небесный дом в начале января этого года. Hän pääsi sen Jeesuksen luokse, joka häntä rakasti ja jota hän rakasti. Он таким образом встретился с тем Иисусом, которого он любил и который его любил. Leo rakasti muun muassa kirjoja. И Лео очень любил книги. Eli ensin Jeesusta, Или, во-первых, Иисуса, mutta hän rakasti myöskin kirjoja. но он также любил книги. Hän luki paljon, hän keräsi paljon kirjoja. Он много читал, и он собрал большую библиотеку. Koska hän rakasti Jumalan sanaa Raamattua, nämä kirjat koskettivat Raamattua. И поскольку он любил Слово Божие, то все те книги, которые он собирал, они так и иначе были связаны с Библией. Ja tässä kirjastossa, jossa me olemme, on semmoinen noin 20 000 nidettä.
И в этой библиотеке, где мы сейчас находимся, около 20 тысяч книг, jotka Leo oli elämänsä aikana kerännyt. которые Лео за свою жизнь собрал. Ja uskottaa älä, valtaosa niistä hän on myöskin lukenut. И хотите верьте, хотите нет, но большую часть этих книг он прочел. Mutta kirjallisuuden lisäksi Leo rakasti Israelia. Но еще также, кроме книг, Лео любил Израиль Ja juutalaista kansaa. и еврейский народ. Hänen vaikutuksestaan aikanaan Patmos lähti tukemaan Hannele ja Hannu Suortin työtä. И это при поддержке Лео в свое время Патмос послал Ханнеле и Ханну Сорти на миссионерское служение среди евреев, Jotka aloittivat sitä työtä, jonka puitteissa te tänään olette koolla yhdessä meidän kanssa. которые начали этот труд и благодаря которому вы теперь с нами вместе вот и сегодня. Ja jota työtoverini Andres Koskelainen ansiokkaasti jatkaa. И этот труд теперь продолжает Андрес. Mutta me olemme Jumalalle kiitollisia Leo veljestä. Мы очень благодарны Господу за брата Лео. Ja hänen kuvansa on tässä kirjaston hyllyssä. En tiedä, näkyykö se И ihan sinne saakka. его фото, вот оно здесь было на полке. Viimeinen kuva, mikä hänestä on tässä säilynyt meillä. Это одна из последних, точнее, наверное, самая последняя фотография, такая официальная его, Jossa hän osoittaa kohti taivasta. где он показывает на небо. Sieltä Jeesus on tulossa Оттуда Иисус грядет. ja sinne Leo oli menossa. И Лео уже тогда знал, что он идет туда. Joten tällaisessa paikassa me olemme yhdessä teidän kanssanne ja tahdomme avata Jumalan sanaa. И вот в таком месте мы с вами вместе находимся сейчас и откроем Слово Божие. Mutta rukoillaan ensin. Ну, помолимся сначала. Kaikkivaltias taivaallinen Isä, Великий Бог, Отец Небесный, kiitos, että saamme olla yhdessä avatun Jumalan sanan äärellä. благодарим Тебя за то, что мы можем вместе сейчас находиться перед открытым Словом Божьим. Ja siunaa meitä sanasi kautta. И благослови нас через свое Слово. Siunaa veljiä ja sisaria. Благослови братьев и сестер. Siunaa meitä täällä. Благослови нас здесь. Ja kiitos, että me saamme olla sinun omiasi. И благодарим Тебя за то, что мы можем принадлежать Тебе. Amen. Аминь. Jos sinulla on raamattu siellä, niin avaa se minun kanssani Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Если у тебя есть с собой или рядом Библия, открой ее вместе с нами в Евангелии от Иоанна. Johanneksen evankeliumin luku 1 ja siellä jakeessa 45 on jae, jota haluan tutkiskella kanssasi. И в первой главе Евангелия от Иоанна стих 45. С него я хочу начать вместе с тобой. Jakeessa 45 sanotaan näin. В стихе 45 сказано так. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Tämä on hieno teksti. Замечательный текст. Ja asia yhteydessään se liittyy tilanteeseen, jossa 2 Jeesuksen opetuslapsista olivat kohtaamassa Jeesusta. И он описывает то, как два будущих ученика Иисуса встретились с ним. Oikeastaan 2 olivat jo kohdanneet Jeesuksen. Точнее, два уже были знакомы с ним. Andreas, Simon Pietarin veli, Один из них был Андрей, брат Петра. ja tämän jälkeen Filippus kohtaa Natanaelin. И после этого приходит очередь Филиппа, который встречается с Нафанаилом. Filippus oli jo kohdannut Jeesuksen. Филипп тоже уже встретился с Иисусом. Ja nyt hän haluaa tuoda ystävänsä Jeesuksen tuntemiseen. И он теперь захотел своего друга также познакомить с Иисусом. Ja niinpä me luemme, että Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle. И мы читаем чуть раньше, что Филипп встретился с Нафанаилом и говорит ему, Me olemme löytäneet. мы нашли. Löytäneet. Onko jotain ollut hukassa? Было что-то потеряно? Ei välttämättä, Ну, может быть и нет. mutta sitä ei vaan ollut löydetty.
но все-таки еще пока не было и найдено. Minulle on aika ajoin käynyt niin, että olen kadottanut jotain, mutta se ei ole silti ollut hukassa. И у меня иногда в жизни такие были моменты. Я что-то потерял, но не настолько потерял, что вообще потерял. Me ihmiset olemme tapojemme orjia. У нас есть свои привычки, и мы рабы своих привычек. Kun tulen kotiin, niin minulla on yksi tietty paikka, johon laitan esimerkiksi avaimeni. Когда я прихожу домой, у меня есть место, куда я обычно всегда ложу ключи. Mutta joskus epähuomiossa laitan avaimet johonkin sellaiseen paikkaan, johon tavallisesti en laita. Но иногда бывает, что я как-то вот по невнимательности положу ключи не туда, куда их обычно ложу. Ja sitten kun pitäisi lähteä ja löytää avaimet, И когда потом надо будет идти куда-то и взять ключи с привычного места, ne eivät olekaan siellä tutussa paikassa. их нет там. Ja yhtäkkiä, missä avaimet ovat? И сразу, а где ж ключи? En minä muista, mihin minä olen ne laittanut. Куда я их положил? Ja hirveä etsintä koko kodissa. И начинается поиск такой. Ja minä tiedän, että minä en ole hukannut avaimia, vaikka en juuri heti ole niitä löytänyt. И я знаю, что, в общем-то, я их не потерял окончательно. Они где-то есть, хотя сейчас я не знаю, где Ja они. sitten me vaimoni kanssa kiivaasti etsimme, missä ne ovat. Но тут приходит жена, начинает мне помогать. Ja sitten minä löydän ne aivan yllättävästä paikasta. И потом мы находим ключи где-то. Вот они. Täälläkö ne olivat? Здесь они. Miten minä tähän olin ne laittanut? Как я их сюда положил вдруг? Mutta me olemme löytäneet. Но мы нашли. Miten ihana asia. Прекрасно. Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetoissa ovat kirjoittaneet. Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Mahdammeko me oikein ymmärtää, miten paljon on aivan kuin sisällytettynä näihin sanoihin? Понимаем ли мы действительную глубину этих коротких простых слов? Ei vain, että me olemme löytäneet jotain, Не то, что мы просто нашли нечто, vaan me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetoissa ovat kirjoittaneet. но мы нашли то, Профетат ovat о kirjoittaneet. чем Моисей писал в законе и о чем писали пророки. Mooses laissa, Toorassa Моисей писал в Торе, ja profeetat. и потом пророки. Hän, josta juutalaisen kansan pyhät kirjoitukset vuosituhansien aikana, vuosisatojen mittaan ovat puhuneet. Hänet me olemme löytäneet. Мы нашли того, о ком на протяжении многих столетий еврейская литература писала и о ком было обещание, что он придет. Hänet, josta kansa on yötä päivää odottaen, rukoillen ja kirjoituksia tutkien odottanut, että milloin hän tulee. И народ изучал Писание, он ожидал, он пытался найти в Писании и искал знаки времени, когда же он придет. Me olemme nyt hänet löytäneet. А тут ответ, мы его нашли. Kuka hän on? Кто он? No, hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Но это Иисус, сын Иосифа из Назарета. Tässä on muuten Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen sukuluettelo. В Евангелии от Иоанна есть родословие Иисуса. Matteuksessa nimiä on valtava määrä. Также в Евангелии от Матфея все это прослеживается. Samoin Luukkaan evankeliumissa. И Лука об этом говорит. Johannes tiivistää sen näin. Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Но в отличие от тех других евангелистов, Иоанн просто очень укорачивает. Иисус, сын Иосифа из Назарета. Jeesuksen ajan juutalaisessa ympäristössä nimi Jeesus, Jeshua, oli 6. yleisin miehen nimi. Сейчас сделаны исследования, и они говорят о том, что во время, которое описывается здесь в Евангелии, имя Иисус или Иешуа, еврейское имя, оно было на 6. месте по популярности. Eli jos haluttiin sanoa, kenestä tarkalleen ottaen kysymys, niin tarvittiin lisämääritteet. И поэтому, поскольку с таким именем людей было очень много, то надо было добавить, кто именно этот Иешуа. Kenen poika ja mistä kaupungista? Чей сын и откуда, из какого города? Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Иисус, сын Иосифа из Назарета. Mutta se, mikä teki tästä Jeesuksesta erityisen, Но что сделало этого Иисуса особенным? oli se, että hän on se, josta Mooses laissa ja profeetat ovat puhuneet. Он был тот, о ком писал Моисей в законе и о ком писали пророки. Mitä se merkitsee? Что же это значит?
Hän on se vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen pään. Это то семя жены, которое будет наступать пятой на голову змея. Niin kuin aivan siellä Tooran alussa, luvussa 3 jakeessa 15, Jumala sanoo, sinun siemenesi, vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään. Мы читаем об этом в самой первой книге, в книге Берешит, в 3 главе, 15 стих, что семя жены будет наступать на голову змея. Tämä on se siemen. Jeesus on se siemen, jossa kaikki kansat tulevat siunatuiksi Abrahamille annetun lupauksen mukaan. Иисус – это то семя, через которое благословятся все народы через повествование об Аврааме. Hän on hallitsija, joka nousee Juudan suvusta, niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 49 sanotaan. Это правитель из рода Иуды, из колена Иуды, о котором говорит Писание. Niin kuin 5. Mooseksen kirjassa on kirjoitettu. И как написано в 5 книге Моисея, во Второзаконии, Hän on se, josta on sanottu näin. он тот, о котором сказано так. Profeetan minun kaltaiseni on Herra herättävä veljeni joukosta. Это то место, которое мы сегодня уже слышали. Пророка из среды тебя выдвинет Господь. Muuten Toora päättyy tietyllä tavalla ehkä vähän dramaattisiin ja surullisiinkin sanoihin. Но последние слова Торы, они в каком-то смысле можно видеть их драматику. 5. Mooseksen kirjan viimeisissä jakeissa В последних стихах книги Второзакония sanotaan, että Israelissa ei enää noussut ketään Mooseksen kaltaista profeettaa. сказано, что из среды Израиля не восстал пока никто другой, похожий на Моисея, на Моше. Muistaakseni 3 kertaa tällainen ei enää, ei noussut, ei Mooseksen kaltaista. И об этом как бы трижды говорится, что не было подобного Моше. Joten kun sitten Filippus tulee ja sanoo, me olemme löytäneet hänet, josta Mooses ja profeetat ovat kirjoittaneet, niin voit kuvitella, mitä heidän mielessään on liikkunut. И поэтому вы можете представить, какое впечатление произвели эти слова, когда приходит Филипп и говорит, мы нашли того, о ком писал Моисей. Mitä muuta Mooses ja profeetat ovat kirjoittaneet? Profeetat. Что же еще писали пророки? Toisen Samuelin kirjan luvussa 7. Во второй книге Царств, в 7 главе, Jumala lupaa Daavidille, Господь обещает Давиду, että Daavidin suvusta nousee hallitsija, jonka valtaistuin pysyy iankaikkisesti. что из рода Давида восстанет царь, и его трон не прекратится в последующих поколениях. Profeetta Jesaja luvussa 7 puhuu pojasta, joka syntyy neitsyöstä. В 7 главе своей книги пророк Исаия говорит о сыне, который родится от девушки. Luvussa 9 profeetta Jesaja puhuu lapsesta, jonka hartioilla on herraus. В 9 главе пророк Исаия говорит о пророке на плечах, на раменах которого владычество или власть. Jonka nimi on rauhan ruhtinas, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä. И его имя царь, князь мира и Рухтинас. Rauhan ruhtinas. Да, князь мира. Jeremian kirjan luvussa 23 В книге пророка Еремии в 23 главе on verso, joka nousee Daavidin suvun kannosta. говорится об отрасли, об ростке, который произойдет из рода Давида. Profeetta Miikan kirjassa В книге пророка Михея luvussa 5 в главе 5 sanotaan, että Israelin hallitsija syntyy Betlehemissä. говорится о том, что будущий правитель Израиля произойдет из Вифлеема. Sakarian profeettakirjassa В книге пророка Захарии Israelin kuningas ratsastaa aasilla. Говорится о царе Израиля, который идет на осле, который едет на осле.
Hänet kavalletaan 30 hopearahasta. И говорится о том, который будет предан за 30 серебряников. Ja kansa katsoo häneen, jonka ovat lävistäneet. И народ будет смотреть на того, которого они пронзили. Ja profeetta Sakarian kirjan viimeisessä luvussa, 14. И в книге пророка Захарии в 14 главе Hän on takaisin tuleva kuningas. это царь, который грядет назад. Hänen jalkansa astuvat öljymäelle eräänä päivänä. Его ноги встанут на горе Илионской однажды. Hän tulee tuhansien pyhiensä kanssa. Он придет с тысячами святых своих. Ja Herra on koko maan kuningas. И тогда один Господь будет на всей земле. Unohtamatta, kun on pääsiäisen aika, Jesajan kirjan luku on 53. И, конечно же, 53 глава книги пророка Исаия. Hän on Herran kärsivä palvelija. Это где говорится о страдающем слуге Божьем, Joka on runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. который обезображен был и избит был из-за наших беззаконий. Haavoitettu meidän rikkomustamme tähden. Ранен из-за наших преступлений. Rangaistus oli hänen päällänsä, Наказание мира нашего было на нем. että meillä olisi rauha. И ранами его мы исцелились, чтобы у нас был мир. Ja niin kuin kuulimme tässä jo alussa, И как мы уже вначале слышали, Kristus, meidän pääsiäislampaamme, on teurastettu. Христос, наш пасхальный агнец, он заклан. Ja siksi Johannes siellä evankeliumisen loppupuolella Golgatan näkymässä И поэтому евангелист Иоанн, когда он описывает происходящее на Голгофе, viittaa pääsiäislampaaseen katsellessaan Kristusta ristillä. он говорит о том, что когда смотрит на крест, на котором висит Иешуа, что это агнец Ja Божий. muistuttaa siitä, mitä Mooses laissa on kirjoittanut. И напоминает еще раз о том, о чем Моисей писал в законе, Älköön häneltä luita rikottako. что кость его не сокрушится. Kaikki tämä Jeesuksessa. Это все об Иисусе. Muista tämä jae. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, Помни этот стих. Филипп встретил Нафанаила и сказал ему: me olemme löytäneet hänet, мы нашли того, josta Mooses laissa о ком писал Моисей в пророках, ja profeetat ovat kirjoittaneet. о ком писал Моисей в Торе и о ком пророки писали. Me olemme löytäneet hänet. Мы нашли его. Ei hän ollut hukassa hetkeäkään, Он не был потерян ни секунды, vaikka vasta nyt me hänet löysimme. но тем не менее только сейчас мы его нашли. Hän on meille luvattu Это тот, кто обещан нам kirjoituksissa. в Писании. Nyt hän on tullut. Теперь он пришел. Me olemme hänet löytäneet. Мы нашли его. Hän on meitä varten. Он для нас. Hän on koko maailmaa varten. Он для всего мира. Pitkän odotuksen jälkeen После долгого ожидания Jumala ei ollut unohtanut lupauksiaan. Бог не забыл о своих обещаниях. Jumala on uskollinen Jumala. Господь, Он верный Господь. Ihmisiltä tarvittiin kärsivällisyyttä. От людей требовалось терпение. Vuodet kuluivat, vuosisadat kuluivat. Годы шли, столетия шли, Lupaukset odottivat täyttymistään. а обещания все еще не исполнялись. Sukupolvi tulee, sukupolvi menee. Одно поколение приходит, оно уходит, приходит другое поколение. Lupaukset pysyvät voimassa. Обещания все еще в силе. Ja lopulta me olemme löytäneet hänet. И в конце концов мы нашли его. Jeesus on Israelin kansalle uskottujen profeetallisten kirjoitusten lupaama Messias. Иисус является тем обещанным пророками Мессией и освободитель Израиля, о ком они обещали, кто был обещан. Ihmeellistä tässä jakeessa on seuraava. Еще что удивительно в этом стихе, Että siihen sisältyy näin valtavasti asiaa. там очень много сокрыто в этом стихе. Siihen sisältyy koko juutalaisen kansan, Israelin kansan
odotus. В нем, в этих коротких словах сокрыто все чаяния израильского народа на протяжении многих лет. Sapatti toisensa jälkeen kansa tulee synagogiin ja kuulee profeetallisia kirjoituksia. Из шаббата в шаббат еврейский народ приходит в синагогу и слышит Тору, и слышит пророков, и слышит об обещанном Мессии. Ja sukupolvi toisensa jälkeen miettii, milloin nämä kirjoitukset täyttyvät. И поколение за поколением он думает, когда это исполнится. Ja lopulta Filippus tapaa Natanaelin ja sanoo, me olemme löytäneet hänet. И тут Филипп встречается с Нафанаилом и говорит, мы нашли его. Oletko sinä löytänyt jo tämän Jeesuksen? А как ты? Ты нашел этого Иисуса? Tässä sanotaan, me olemme löytäneet. В этом стихе написано, мы нашли его. Me. Мы. Olemme kansaa yhdessä, jotka ovat löytäneet Jeesuksen. Мы вместе являемся тем народом, который нашел Иешуа. Kaikki ne, jotka ovat löytäneet tämän kirjoitusten Jeesuksen, Все те, кто нашли этого Иисуса, согласно Писаний, ovat tässä me-sanassa. они все входят в это слово «мы», в это местоимение «мы». Me olemme löytäneet. Мы нашли. Sinä, veljeni ja sisareni siellä. Ты, дорогой брат, и моя сестра дорогая, мы нашли. Andres ja minä täällä Jumalan armosta. Здесь Андрес и я тоже с Божьей помощью нашли. Patmoksen työntekijät. Все работники Патмоса, Hannele ja Hannu Suortti. Ханнеле и Ханну Суорти. Ja lukematon määrä ihmisiä ympäri maailman. И бесчисленное число людей по всему свету. Me yhdessä. Мы вместе. Käänny siellä vieressä olevan puoleen. Повернись сейчас к соседу твоему, кто с тобой рядом сидит. Ota häntä kädestä kiinni Возьми его за руку ja sano, me olemme löytäneet и скажи, мы нашли hänet, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet. того, о ком писал Моисей в Торе и пророки. Me olemme niitä, jotka ovat löytäneet Jeesuksen. Мы те, кто нашли Иисуса. Miten valtava, ihmeellinen todellisuus tämä onkaan. Как удивительно и прекрасно это. Siksi tämäkin pääsiäinen on niin ihmeellinen. Поэтому и этот Песах, это Пасха, это удивительное время. Me elämme tämän Jeesuksen, kirjoitusten Jeesuksen elämän ansiosta. Мы живы благодаря этому Иисусу, о котором написано в Писании. Hän on kaikkien odotusten, kaikkien toiveiden täyttymys. Он, или в нем воплощение всех ожиданий, которые есть в Слове Божьем. Hän on Jumalan ikiaikaisten lupausten täyttymys. В нем воплощение вечных ожиданий и обещаний, которые исходят от Всевышнего. Mikään tässä ajassa, И ничто другое в это время, maine, menestys tai omaisuus, слава, успех или величина состояния, ei voi tyydyttää ihmisen sisintä niin kuin se, että hän löytää hänet, josta on kirjoitettu. не могут таким образом удовлетворить поиск внутренний человека, как то, когда он находит того, о ком написано в Писании. Tämä yksi jae kertoo meille, И этот единственный стих, он говорит нам, kuka Jeesus on кто Иисус, ja keitä me olemme. кем является Иисус и кем являемся мы. Jeesus on se, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet. Иисус – это тот, о ком Моисей в законе и пророки писали, Ja me olemme niitä, jotka ovat löytäneet hänet. и мы являемся теми, кто нашли его. Ja meitä kutsutaan olemaan hänen todistajiaan. И нас называют его свидетелями. Kun Filippus tapaa Natanaelin, niin hän kertoo hänelle tästä Jeesuksesta. И когда Филипп встречается с Нафанаилом, что он делает? Он рассказывает ему об этом Иисусе. Ja hän kertoo, kuinka tämä Jeesus on kirjoitusten täyttymys. И он объясняет, каким образом Иисус соответствует этим обещаниям. Ja mitä Natanael sanoo hänelle? А что Нафанаил отвечает? Jakeessa 46. В стихе 46. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Из Назарета может ли быть что доброе? Minun tekisi mieli kysyä, että Natanael, etkö sinä laisinkaan kuunnellut, mitä Filippus sinulle äsken sanoi? Я вот думаю, я бы спросил, наверное,
у Нафанаила: Нафанаил, ты что, не слышал, что сейчас тебе только что Филипп сказал? Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, ja sinä kysyt tällaisen kysymyksen. Мы нашли того, о ком Моисей писал и пророки, а ты тут такое спрашиваешь. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Может ли из Назарета быть что-то хорошее? Joskus on niin, kun me kerromme toisille ihmisille tästä Jeesuksesta, jossa kaikki odotukset ja toiveet täyttyvät, niin kuin Jumala on luvannut. Иногда, когда мы кому-то рассказываем об этом Иисусе, в ком воплотились все ожидания и все обещания Писаний, Niin he kiinnittävät huomionsa johonkin aivan epäolennaiseen asiaan. и тем не менее люди могут задуматься или как-то привлечь свое внимание к какому-то незначительному обстоятельству. Mutta Natanael ei alkanut väitellä. И Нафанаил, он сильно не спорил. Anteeksi, Filippus ei alkanut väitellä Natanaelin kanssa. Точнее, простите, Филипп не начал с ним спорить. Etkö sinä nyt kuunnellut? Hän tulee siis Да Betlehemistä. как ты так можешь так думать и так далее. Mutta hän antoi valtavan hyvän vastauksen. Он же, по сути дела, из Вифлеема, но он ответил нечто. Hän ei alkanut väitellä. Или он не стал спорить, Hän sanoi vain, но он сказал: tule ja katso. иди, посмотри. Kun on niitä, jotka eivät usko, mitä kirjoitukset sanovat, Когда мы встречаемся с теми людьми, которые не верят в то, о чем написано в Писании, niin ei tarvitse lähteä heidän kanssaan riitelemään tukkanuottasilla, наверное, не надо с ними начинать устраивать дискуссию, vaan voi sanoa, tule ja katso itse. но можно сказать: иди, посмотри сам. Ja kun he tulevat ja kohtaavat tämän Jeesuksen, И когда они придут и увидят и встретят этого Иисуса, niin heille käy niin kuin Natanaelille käy. то, может быть, с ними произойдет то, что произошло позже и с Нафанаилом. Kohdatessaan Jeesuksen hän lopulta huudahtaa ja sanoo, Когда он наконец-то увидел Иисуса, то он возгласил, jakeessa 49, стих 49, Rabbi, «Рави, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Hän ymmärsi, että tämä Jeesus on kaikkea sitä, mistä Filippus oli hänelle puhunut. Тут-то он и понял, что этот Иисус — это как раз тот Иисус, о котором говорил Филипп. Kaikkea sitä, mistä Mooses laissa ja profeetat ovat puhuneet. В нем Israelin воплощено kuningas. все то, что было у Моисея в законе и у пророков. Tänään on päivä, jolloin me kaikki yhdessä saamme kiittää Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt. Сегодня это тот день, когда мы вместе можем поблагодарить Иисуса за все то, что Он сделал. Ja toivottavasti tämä kiitos kaikuu sydämissämme joka päivä. И я надеюсь, что эта благодарность не только сегодня, но она отзывается в наших сердцах каждый день. Mutta pääsiäinen muistuttaa meitä. Но на Пасху мы должны помнить, Jeesuksen kärsiminen ja kuolema ei ollut vahinko. что страдания Иисуса и Его смерть – это не какая-то напраслина. Ja hänen ylösnousemuksensa todistaa, että se ei ollut tragedia. И то, что Он воскрес, говорит о том, что это не была какая-то трагедия. Jeesushan sanoi siellä, että älkää minua itkekö. Иисус же еще с креста сказал: не плачьте обо мне. Jeesus ei kaipaa meidän sääliämme. Иисус не нуждается в нашей жалости. Hän haluaa meidän sydämemme, Он хочет наше сердце, koska hän on kuollut meidän puolestamme потому что Он умер за нас ja noussut ylös meidän elämämme tähden. и воскрес ради нашей жизни. Ja hän on elossa. И Он жив. Siksi meidän on hyvä elää. И поэтому нам нужно жить. Seurataan häntä, ollaan hänen todistajiaan. Будем следовать за Ним, будем Его свидетелями. Rakkaat veljet ja sisaret siellä. Дорогие братья и сестры, Me täältä Patmos-talolta haluamme välittää rakkaimmat ja lämpimät pääsiäistervehdykset teille kaikille. мы хотим еще раз отсюда, из офиса Патмос, из Хельсинки, передать всем вам самые теплые наши поздравления. Vaikka emme näe teidän kasvojanne, Мы сейчас не видим ваши лица, niin te olette meidän sydämissämme koko ajan. но вы в наших сердцах все время. Ja me näemme Andreksen. И мы видим Андреса, Hän edustaa täällä teitä. и он как бы является вашим представителем Ja сейчас hän on здесь. hyvä. И он хороший. On хороший. Paljon kiitoksia Jumalan siunausta teille ja varjelusta tapaamisiin. Большое вам спасибо и много-много бесконечных небесных благословений вам от Всевышнего. Rukoilemme vielä. Помолимся еще вместе.
Vapahtaja Herra Jeesus Kristus, Наш Спаситель Иисус Христос. sinä maailman vapahtaja, Israelin kuningas. Ты Господь, Ты Спаситель мира, Ты Царь Израиля. Kiitos siitä, että me olemme saaneet löytää sinut. Благодарим Тебя за то, что мы смогли найти Тебя. Ja mikä on vielä paljon enemmän, А что еще больше этого, sinä olet löytänyt meidät. Ты нас нашел. Kiitos, että me yhdessä saamme tehdä matkaa kohti taivaallista. И благодарим Тебя за то, что мы вместе движемся навстречу небесам. Ja me odotamme sinua, Herra, takaisin tulevaksi. И мы ожидаем Тебя, Господь, когда Ты придешь опять. Ja kun sinä tulet takaisin, И когда Ты придешь опять, sinä asetat tämän maailman melskeen, Ты коснешься этого мира. niin kuin asetit myrskyävän Galilean meren silloin kerran. И Ты однажды усмирил штормящее Галилейское море. Ja tulee jälleen tyyntä. И так и будет, так и мир, все волны мира и бури мира успокоятся. Anna sinun rauhasi vallita meidän sydämissämme. И пусть уже сейчас Твой мир царит в наших сердцах. Amen. Аминь. Amen. Kiitos Ole Pasi, kiitos Pasi. Ja tässä muuten mä en tiedä, onko kuinka monta suomalaista katsonut tätä. Mä kuitenkin lähetin Мурин-вартioille линкин. Возможно, нас также смотрели и некоторые наши молитвенники из Финляндии, им ссылка также была послана. Я тоже со своей стороны хочу еще раз поблагодарить всех вас, пожелать вам больших, обильных Божьих благословений. Вы сейчас продолжите и сами будете завершать ваши служения, а я просто очень рад, что мы вместе могли с вами вот и через слово, которое Паси сказал. Китос Паси, большое спасибо, Паси. Спасибо. Вот, за то, что мы могли окунуться в удивительный мир, благословенный мир Слова Божьего, о нашем Машиахе Иешуа, о Мессии Аминь. Иисусе Христе. Будьте благословенны и всего вам доброго. Amen. Пока.